Здравствуйте и доброго времени суток всем. И прикасается наш разговор к теме войны в Украине. Вот. Будем говорить по-русски, чтобы все нас поняли. Русскопонимающие, русскоговорящие люди, чтобы нас поняли. Я Акмал Астанаев, Варшава. Из Варшавы прямо. Каждый день выхожу и прогнозирую ситуацию, которая находится в войне в Украине. Я как эксперт даю свою оценку. Что, где, как, какой. Выигрыш или проигрыш. Например, возьмем, если двое маленькие ребенки, дети, скажем, подростки, или они будут драться на улице. Вот. Когда придут родители или старшие люди, кто-то, за что вы деретесь, каждый оправдает себе. У каждого есть свой оправдание. Будет говорить, вот он делал так, и я за это. Вот он говорит, нет, я делал так, и за это. Вот эта война, которая происходит в Украине, это, скажем, вот именно вот такой драка, только в крупном, такой большой, крупном плане, скажем, большой масштабе. И здесь тоже самое, каждый стараются свою правду говорить миру. Кто прав, кто не прав. Здесь в миру нужен доказательство, доказать, вот, чтобы они видели, что творится там, в Украине. Россия не может здесь снимать что-то, свой бой, свой победу где-то, да? Вот он не может снимать это и показать миру, сказать, вот, мы здесь были танки, мы здесь были мы самолета сбили, мы вертолета сбили, вот наш флаг здесь теперь. Этого он не может. Почему? Потому что Россия в официальном в Украине Украину не объявлял войну. Россия как миротворцы якобы с каким-то бандеровцами, которые ущемляют прав украинского народу, они защищают украинцев. Они вот с этой предлогом зашли туда. Теперь они не могут снимать, сказать, вот мы били какой-то украинский военный технику или что-то. Войну поддерживается поддержка своего народа или другого народа, который поддерживает тебе, говорит, да, ты правильно делаешь. Да, надо это делать, надо так установить, надо это делать. Этого, как вы видите, как мы видим все мы, что Россия в информационном войне 0%. Он делает, да, бьет, он ракеты пускает, он где-то уничтожает, города уничтожает, что-то делают, но он не может это говорить. Потом здесь будет вопрос, за что? У вас же в Украине неофициальная война же. Вы же помогаете украинцам, защищаете от бандеровца.
Вы зачем бьете тогда мирное население? Когда Россия не может этого делать, народ уже не поддерживает эту войну. Народ, свой народ против тебя выходит на митинги или на улице или где-то. Если брат по моему мнению, Россия воюет на несколько фронтов одновременно. Русские солдаты, полиция, армия, они воюют на нескольких фронтах. Если у них первый фронт Украина, то второй фронт прямо внутри России, прямо в Кремле, со своим народом. Почему? Потому что кроме 4 бабушки, которые всегда смотрели Соловьева в телевизоре, они не разбираются в интернете, чтобы они заходили тоже посмотрели где-то что-то, да, это новый, это да, мы отстали. Этого они не видят. Они только смотрят телевизор, и слово Соловьева, и 2 девочка, которые есть, 60 минут ведет, вот это, вот 2 девушка. Вот. И их смотрят. Вот и они только думают, что да, мы правы. А во время, когда берет от них интервью, говорит, да, мы поддерживаем Путина, Путин стопудово делает правильно, Путин прав. Они вот этого видят только. А остальные, кому доступен интернет, кто понимает, у кого есть смартфон, у кого есть компьютер, который сидит в интернете, они абсолютно не поддерживают свою власть или вот это то, что власть делает, они не поддерживают. Проблема здесь вот это. Вот одновременно придется власть России воевать с Украиной и второй фронт с гражданином, чтобы они не выходили на улицу, тот момент, когда у тебя война, когда у тебя вот страна твоя поддерживает тебе, никто не выходит, все как Украина мы видим, помогают, кушают, еда, рестораны, даже из-за границы какой-то кушают, готовят, отправляют им. Ну, скажем, жизнь украинского армия, у них, насколько мы видим, они этого могут выкладывать в интернет. Они спокойно говорят, да, мы вот отбили, выгоняли, мы победили. Они каждый день миллион видео выкладывают в интернет, как заложники держат, что там, как идет да. Они спокойно, каждый мэр города, каждый, скажем, военных, главнокомандующий и остальные, они 24 часа выходит эфир и говорит, что происходит там, что они делали, что будет делать, какие позиции у них. А этого Россия, то, что бьет и отрицает. Нет, это не мы. Это не мы. Вот здесь проигрыш, скажем, Россия. Если официально объявляла бы война, может, тогда народ как-то поддерживал бы Россию. А сейчас уже народ не поддерживает. Уже несколько фронтов. А если так, брат, Россия уже против России, весь мир стал против России. Здесь большая беда сейчас в российской власти. Очень большой сейчас беда стоит. Не знаю, они что этим будут делать. Понимаешь, такой большой грязь. Надо эту грязь чистить просто. Так срали большой, надо чистить теперь. А сложными, что
мы это не делали, да не мы только защищаем народа Украины, это уже не помогает. С этим они никуда не могут идти. Даже самому армия уже, сам армия уже, как-то говорят, начинает не воевать и не поддерживать вот это русский мир. Они уже сдаются конкретно, потому что знают, они идут не туда, они идут не на защиту, они наоборот что-то не то творится там. Поэтому они уже как-то сдаются и отказываются воевать в украинской территории. Вот такая, скажем, у них идет кирдик. У них есть кирдик, а шихтик нету. Только кирдик есть. А шихтика уже нет. То ли Путина обманули, то ли Владимир Владимирович Путин, скажем, он по проекту СССР жил, рассчитывался всегда, как делал Сталин, и он тоже так делал. Точно такой же есть один анекдот, я вспомнил. Всех животных посадит в самолет медведь, стюардесса. Стюардесс. Попугай одну кнопку нажимают, и медведь подойдет, спрашивает, что вам нужен? Попугай говорит, ничего. А говорит, почему нажимали? Так просто. Ну ладно. Вот и идет. Так и 10 раз делает. Медведь уже злится. Становится злой. А рядом сидит лисица. Рядом попугай. Они на одном сидит. На одно место. Ну, скажем, на одну обувь. Лисица увидит, что попугаи играют. У лисицы тоже хочется играть. Тот момент, когда медведь очень злой, лисица тоже нажимает кнопку. Медведь уже сорвется от себя, подойдет, говорит, что нужен. И чего говорит? А зачем тогда нажимал кнопку? Говорит, ну просто въебывался. И медведь злой возьмет и попугая, и лисицу выбрасывает из самолета. Они оба падают. У попугая есть крыло. Попугай спрашивает лисицу, у тебя крыло есть? А эта лисица говорит, у меня крыло нет. И попугай говорит, тогда хули выебывался. Вот точно такой же. Видел, что делал СССР. Читал немножко книжку по СССР, по истории Сталина, Ленина, что они делали, как они посадили свой, скажем, вот это на весь мир, чтобы уважали. Никто, например, не уважал СССР от любя. Они уважали от страха. Сталин мог везде заходить, курить, конференц-зал, там идет, без разницы, он кайфовал, ходил. Почему? Потому что он был себе уверен, что любого посадит на место. Вот и тогда Путин, наверное, читал эти книги много, этих книг, или историю слушал, рассказывали, например. Он тоже, походу, хотел этого повторить, как
попугай нажимал кнопку, и тут лисица тоже хотел поиграть и повъебываться. Вот точно такой же или история идет здесь. Так что, по мою оценку, 99,9 целых и еще 9,99%, скажем, победа украинскому народу. Почему? Потому что, как начало сказал, вот у нас, не верите, какой помощь вот в Польше, Варшава, в сторону Украины двигается. Абсолютно колоннами полицейские машины сопровождают, они возят что-то там, помощь, наверное. Или кого-то сопровождают, не знаю. Ну, колонна проехала. Ну, вот такой история. Вот такой оценка я делаю, например. Вот такой оценкой я делаю. Если мог бы Россия как-то мог бы пропагандировать, мог бы выкладывать видео, от того, что мы видели 4 видео, вы с нами хотите воевать. Просто простым народом, простым крестьянам вы с нами хотите воевать. А мы видим украинские бойцы, украинские военные, украинские солдаты, украинские мужики. Они прямо из поля боя снимают, как у них проходит бой, и выкладывают. Вот так отбили, вот такой ему послали, вот такой ему выгнали, да? Вот. Они вот так выкладывают. А их видео, они, не знаю, какой-то тишина место сидит, а 4 крестьяна, вот. Уже вы видите, наверное, да, ту сторону. Где-то еще, наверное, штуков 25-30 полицейские тоже с какими-то колоннами проехали. Вот такая ситуация. Они только крестьян поймают там и снимают. Вы с нами хотите воевать? Вы это делаете? А мы сидим, вот у нас есть оружие. Это уже не в реально, не война, а там тишина. Я могу тоже сейчас одевать форму военной и заходить в какой-то лес, ну, не знаю, или какой-то здесь ангар, и взять несколько картонов, покрасить, написать, что гранатомет. Вот это уже, я вижу, 3-я колонна проехала. Уже 3-я колонна. Я тоже могу это делать и сидеть и видеообращение сделать. Вот я такой, сякой, там чего-то, да. А в реально надо от поля боя прямо вот. Где ты есть и чем ты занимаешься, какая у тебя тактика, можно показать. Вот такой, дорогие друзья, скажем, кирдык, и вот такой кирдык есть, штык нету, вот это вот 4-я колонна. 4-я колонна очень с большим скоростью едут. Наверное, что-то Путин, ты что-то натворил. Ты серьезно что-то натворил? Не надо делать так. Тебе сказали, не играй с войной. Это плохо кончится. Вот. И потом многого то, что я видел русским гражданином, вот русским, российским гражданином в мире уже никто не дает отель, не пускает, ни квартиру не дает, ничего не дает. Короче,
русский граждане России теперь на весь мир остался на улице. Вот. Их ненависть появляется к свою властью, не кому-то, прямо свою это власть, верхушку. Говорит, что ты натворил, что я не могу жить здесь. Но я понимаю, это простые граждане, которые, они никакое отношения не имеют, но санкция есть санкция. Наверное, скоро будет они придумывать санкция русского гражданства, что гражданину России нигде не пускают. Вот такой. Вот такой кирдик, и шихтык нету, только кирдик. Не рассчитанная, скажем, война, просто так показать миру. Последний вариант, что атомная бомба у меня есть атомная бомба, я делаю. За что ты, вот вопрос, за что ты атомную бомбу? Кого ты будешь бить? Кого ты будешь убить? Просто живущих людей на свете? Почему люди любят, например, Европу, да? Я честно, я очень сейчас обожаю Европу. Потому что ты приходишь сюда, ты как гражданин этой страны, когда у тебя есть прописка, вот когда у тебя есть виза официально, как ты заехал сюда, у тебя есть печать на паспорт, ставит печать, ты уже как официальный гражданин этой страны, вот эта страна, ты живешь. Только не имеешь права выбирать депутатов, не имеешь права выбирать президента. На голосование у тебя нет права. А остальные 99,9% какие прав есть граждане Европы, у тебя точно же такой же прав. Ты точно вот такой же живет. Никто тебе слово рот не откроет. С уважением относится, с уважением относишься друг друга. Тебе знает, не знает, на любой поворот увидит, с тобой здоровается. У них. В магазин зайдешь, у жант зайдешь, ну, например, вот это вот зайдешь, когда у тебя есть печать, ты должен прописку поставить, а у вас на почту вставляет, да, прописка, а здесь нет, здесь на ужан идешь, на ужан говорит, это, скажем, сельсовет. Все люди четко стоят в очереди. И ты полноправный, скажем, как гражданин, ты тоже будешь стоять на очередь. Никто тебя не ущемляет, с тобой с улыбкой разговаривает, деньги с тебя никто не требует. Почему люди любят такие страны приходить, жить? Потому что они чувствуют себя как у себя дома. А в России никто не может себя чувствовать. Хотя бы как находится он в России, он так не может чувствовать себя. На улице полиция гоняют. Спишь ночью, дома у тебя заходит. Тебе ложный 100 дела откроет. Тебе надо, не надо, депортирует. Тебе навешает какой-то, не знаю, посадить в тюрьму надо будет. Тебе надо будет убьют, и за это никто не отвечает. Вот поэтому убегают люди оттуда. Так что, если мы вернемся к войну, война выиграла уже не начиная война, выиграла это Украина. Все. И больше никакого здесь оценки нету. Никакого оценки больше нет. Вот кто-то говорит,
вот Россия, ты не знаешь, Россия выигрывает. Нет. Именно на эта война, которая происходит, никогда Россия не выигрывает. Никогда. Почему? Потому что мир стоит против. Против войны стоит мир. Не только один кто-то, Украина, против стоит там. Мир надо будет помогать оружиями. Украина даже, скажем, не тратит от своего кармана деньги, чтобы покупать оружие или что-то. Мир дает, актеры дают, артисты дают, бизнесмены дают. Просто я даю, друг мой дает, кто чем сможет, $100, $500, $300 отправляют на их счет. Если по статистике смотреть, какой стал вот это вот финанс Украины. Украина не тратит. Украина получает наоборот. И помощь, и другую. А Россия тратит. Еще после вот этой войны и будет отдавать деньги Россия на восстановление Украины. После проигрыша отдает деньги. Несколько лет будет отдавать деньги. А за это кто будет платить? Граждане России. Простые народы дают налог, поднимает цены на все, дает, а собирают власть и отдают Украину. И отдают Украину. Или как Корея, переходите на рис. Только будете кушать рис, пашете на поле, у вас не будет интернета, у вас не будет цивилизации, у вас ничего не будет, а вы будете там кушать 100 грамм рис на 4 человека, по 25 грамм рисов в день, 3 раза в день будете кушать. У вас больше третьих вариантов нету. Вот такой, скажем, проигрыш Россия. Россия не одни десятилетия будет платить Украина в украинский ущерб, как оценивать будет мир после войны, там оценивается, как будет оценивать, сколько деньги, сколько трата, вот это ущерб и еще штраф будет. Несколько десятилетиями будет платить Россия в Украине деньги. Можете Путин уходит, а может власть поменяется. Это без разницы. Была война, разрушил Украину, Россия. Россия Украину разрушил. Все, будет платить это. Гитлера нету, до сих пор Германия платит деньги. Гитлер где? А остальные где? Воевали? Да, воевали. Было разрушение. До сих пор Германия платит деньги. Деньги платит. До сих пор. За Гитлера народ Германия, скажем сейчас, 15-е поколение, или 10-е поколение, или 15-е. 15-е поколение уже платит деньги. Собирает от их налоги, отдает евреям, отдает... вся жизнь будет отдавать, наверное. И точно так же Россия будет отдавать Украине деньги. Лучше было бы эту войну не начинать. И два братского народа не травить против друг друга. Можно было и мирно жить, спокойно. У тебя дома хлеб был, еда, мясо.
Все был, да, был. Самолет был, да, летал. Кайфовал. Мог на весь мир ехать, мог ехать. А нахрен тебе надо было это война? Ну, этого я не понимаю, честно. Так что все, дорогие украинцы, дорогие мои россияне, русский народ, еще не поздно, дорогие русские, вы можете остановить, вы можете выходить на улицу, вы можете требовать, чтобы прекратить эту войну и восстановить отношения, жить мирно и дружно. Все мы 70 лет как-никак, был хорошо или плохо, мы жили все вместе. Я тоже родился во время СССР, скажем. У меня даже вот метерка, там написано СССР. Так что мы дети одного страна, скажем. Мы дети СССР. Думай ты, как сказал Владимир Зеленский. Думай ты. Еще не поздно. Как говорили русские, после пожар хоккистар. Все. После пожар пепел. Ничего не останется. Просто не убивайте детей, солдатов, молодых. Я одно видел, что Путин сказал, что там будет участвовать только профессионалы, а срочники не будет. Но я вижу, что все пленники, они срочники. Вот это вот. Если глав государства не держит слова, профессионалы, походу, воюют со своим народом прямо вокруг Кремля. Или внутри в России профессионалы воюют с бабушками, дедушками, девушками, наверное, которые выходили на улицы. Нет, война. Профессионалы воюют там, а срочники уже воюют в Украине, наверное. Вот такой, короче, кирдык. И, скажем, шихтык нету. Только кирдык. Еще не поздно, дорогие мои россияне. Я понимаю, у вас 4 нациста, следователи Гитлера сидели в телевизоре, один Соловьев, еще там 2-3, и 2 девушка, которые 60 минут ведет. Они вас так отдурачили народу, простые народу. А вы просто иногда становитесь сами себе врагом, а не только врагом кого-то, какой-то другой национальности. Вы стали сами себе врагом. Так что, дорогие россияне, дорогие украинцы, еще не поздно. Я понимаю, что украинцы не хотят этого. Украинцы хотят остановить, украинцы хотят, чтобы уходить от этого. Не хочет просто видеть русского человека, не хочет видеть, я это понимаю. Но все-таки как-то еще русским не поздно, чтобы думать и остановить это безобразие. Так что слово передаю русскому народу. Русские, можете выходить на улицу, требовать власти свою, детей свою, звонить и сказать, что не надо война, вернись, отказывайся, или крайним случаем убегай, там, сдавайся в Украине и оставайся там, в крайнем случае. Если будет 2 полка сдаваться, уже понимать, что за ним будет
третий тоже, сдается, останется в Украине, уже не будет война. Что мы видим интересного, например, в российских солдатах в руках кнопочный телефон. Не, реально, это не шутка. Русские солдаты носят с собой кнопочный телефон, чтобы разговаривать со своими родителями. Да? Им нельзя пользоваться интернет или что-то. А украинские солдаты, скажем, смотрите, последний модель iPhone, смартфон, все есть видео, разговаривают, снимают, спокойно интернет, скажем, доступен, заходит, смотрит мир, что идет, куда, да. Вот это тоже есть большая разница, скажем, что что положено украинским солдатам, русским это не положено. Русским это не положено, а украинским солдатам это положено. Вот это вот тоже какой-то, скажем, есть привилегия, да, какой-то, что русский солдат солдату русскому вот, и положено то, что положено украинцам. Все положено. А если мы будем оценивать по этому одеждам, да, их не форма, я вам скажу, вот просто форма русский, как форма пастуха. Я раньше, когда пасил баран, например, у меня были такие формы. Вот. И у всех пастухов были такие же формы. Вот такой камуфляж, который, куртка, которая вот это вот висит тебе, короче, большой. Ну вот такой же форма был, когда я пасил баран. В Таджикистане, когда я пасил баран, вот такой форма был. До сих пор, вот, скажем, форма просто пастухская форма. А украинский, смотрите, вот это вот просто хочется идти там и одевать эту форму один раз хотя бы и сфоткаться. Вот как у тебя эта форма, как сидит на тебе, да, вот просто. Вот это кайфово. Оружие, техника, технология, все новые. Еще там пыль не садился на этом оружии. Пользуется украинская армия. А русские КамАЗы не заводятся. А русские техники не заводятся. Толкают, буксир берет. Грязный такой. Я то, что вижу, я говорю. То, что я вижу, то, что снимается, то, что вижу, я говорю. Так что мир всем миру. Дорогие украинцы и дорогие россияне. Ну, особенно честь господину маршалу Зеленскому, который он не убегал внутри войны, до сих пор он в центре войны стоит, командует. А есть люди, которые война идет в Украине, из Таджикистана убежали. Сказали, что-то будет тоже здесь. А абсолютно Кремль никто не зайдет в последнее время. Все уходили оттуда. Вот такой бардак есть. Где идет война, откуда люди убегают. Зеленский, действительно, ты натуры так, маршал просто. Генерал. Скажем, вот генерал и генерал, короче. Там несколько генерал одновременно и маршал, который тебе этот... Генерал Симус. Вот точно так же стоял в свое время Сталин в Кремле во время войны. Даже вот сколько там, 100 чем-то километров, да, остался до Кремля. Сталин стоял в Кремле и командовал.
Вот точно так же, ну я не говорю ты Сталина, но все равно говорю, вот так же ты стоишь, там мужик чисто, от души тебе честь. Тебе сразу после войны надо генерал Симуса звание отдавать, что ты достойный этого. И остальным всем, короче, салам алейкум, Польша, Варшава, гражданин Таджикистан, национальность Калык. С вами был Акмал Астанаев. Я оценивал, это моя оценка. Я, как скажем, политолог оцениваю, что идет и что творится там. До встречи, еще будем следить новостей и будем информировать вас и будем прогнозировать, что будет дальше, чего будет. Всем салам алейкум.